Пытается меня изжить отсюда, как, ну что, чтобы я тут не находился. Меня тут обворовывали, вот, и я настаиваю на компенсации за материальный ущерб, причиненный мне. И это у вас протез? Ну да, я как бы пикет объявил, но, правда, не зарегистрировал его. У нас же правовое демократическое государство, правильно? Во всех правовых государствах люди протестуют, устраивают пикеты. Почему я не имею права высказать такого рода? Они, значит, мне предлагают в суд обратиться. Нашим российским судам я не доверяю. Вы ночуете здесь прямо? Да, я круглосуточно здесь. Ну, моюсь, знакомым хожу в город, в баню иногда. А еще проблема с питанием. В буфете тоже запрещают свое кушать. У них такая продукция, у меня проблемы с ЖКТ. Желудочный тракт. Да, у меня язва 12-перстная. И то, что у них тут продается, мне противопоказано. Я покупаю в магазинах, ну что, кисломолочный, там творожок, сметанку, вот такое мне надо. Они запрещают здесь кушать. У нас своим нельзя. Там, значит, кушаю. Там, значит, на скамейках нельзя кушать. Подходит вот этот начальник, замначальника аэропорта, начальник по безопасности. Вот сейчас я плохо себя чувствовал после вот этого, что он мне вещи все, значит, там перевернул. Видите, запихал под скамейку. Вот эта сумка вообще не влазит, он ее пытается запихать. Да, она не влазит. Вот здоровая дорожная сумка на колесах свалил, на куртке положил, все в кучу свалил. И каждый день это происходит. Стоит мне только вот спускаюсь сюда, заряжаю телефон. Вот вчера было. Я смотрю, он шебуршится кто-то там возле вещей. Так видно немножко здесь. Я поднимаюсь наверх, он раз удаляется и скорее убегает туда, в ту сторону. И вещи опять все в куче свалены. Ну что наш российский суд? Я вот обращусь в суд. Они скажут, а вот по правилам мы не должны были оставлять вещи, правильно было сдано. Так и ответят, и что? И ничего мне не компенсируют? Я не знаю как. Но я попытаюсь в суд обращаться, но я очень не уверен, что против такой структуры, как Аэрофлот или там система аэровокзалов в России, суд примет против них решение в мою пользу.